Это новости экономики, в студии Иван Лазаренко. Комитет Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока направил в правительство запрос с предложением дополнительно выделить 590 миллионов рублей на жилищные сертификаты для переселения граждан из ликвидированных населенных пунктов и с полярных станций Крайнего Севера. Отмечается, что в финансировании нуждаются также и жители действующих населенных пунктов, которые хотели бы покинуть регион, но вынуждены долго ожидать получения жилищного сертификата. Иногда ожидание длится 50-60 лет. Право улучшить условия проживания по программе переселения имеют граждане, пострадавшие в результате радиационных аварий, переселенцы с Крайнего Севера и из закрытых административно-территориальных образований, увольняемые военнослужащие и молодые семьи. По состоянию на начало 2019 года на учете состоит 190 тысяч семей, однако был запланирован выпуск 7 тысяч жилищных сертификатов на сумму более 16 миллиардов рублей. Комиссия Госдумы России по правовому обеспечению развития предприятий оборонно-промышленного комплекса выступила с предложением добавить в критерии оценки эффективности глав регионов показатели импортозамещения в госзакупках. Наряду с этим предложением комиссия выступает за внесение изменений в законодательство о государственных закупках в части установления обязательной доли российской продукции в государственных закупках. Законодательство необходимо дополнить требованием к государственным заказчикам, субъектам Российской Федерации, приобретать у российских поставщиков не менее половины объема продукции. Размер доли в 50% обоснован данными Минпромторга по оценке возможностей российской промышленности для нацпроектов. Как достигать, должны решать регионы на местах, отметили авторы инициативы. Основной причиной, по которой россияне допускают просрочку по потребительскому кредиту, является трудное финансовое положение. 60, а то и 70% должников ссылаются на потерю работы, снижение уровня дохода и невозможность делать сбережения. Однако каждый 10-й должник является убежденным неплательщиком, не желает платить, надеется на антиколлекторов и считает, что статус банкрота либо решение суда по их обязательству избавит их от долговой нагрузки. Среди остальных причин называется забывчивость граждан, мошеннические действия и несогласие с суммой долга. Согласно статистике, регулярно кредитными продуктами пользуются 89% граждан со средними доходами. 22% россиян выплачивают кредит на автомобиль, а 20% на неотложные нужды. Участники программы «Дальневосточный гектар» смогут получить землю в собственность досрочно. Для этого достаточно будет оформить ипотеку на строительство дома на выделенном участке. Законопроект об этом Минвостокразвития внесет в Госдуму уже зимой, заявил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов. Сейчас заявителю на получение дальневосточного гектара в течение первого года необходимо определиться с видом использования участка, через 3 года задекларировать ход освоения и только к завершению 5-летнего срока пользования участок можно безвозмездно получить в собственность или длительную аренду. Министерство труда России подготовило законопроект о правовом положении иностранных граждан Российской Федерации, который предполагает разрешить губернаторам регионов ограничивать доступ к некоторым профессиям для мигрантов. Отмечается, что сейчас главы регионов могут регулировать численность приезжих в своем субъекте изменением стоимости патента и запретом некоторым типам фирм, например, строительным, брать их на работу. Остальные ситуации решает федеральный центр. Такую инициативу в ведомстве объяснили защитой национального рынка труда, хотя по статистике, приводимой Минтруда, в январе 2019 года в целом в России мигранты составляли не более 2,2% рабочей силы. Впервые подведена статистика покупок жителей России во Всемирном дне шопинга 11 ноября. В нем приняли участие около 5 миллионов россиян, совершив более 30 миллионов покупок на 17 миллиардов 200 миллионов рублей. В среднем жители России тратили по 350 миллионов рублей в час. При этом в пиковые часы оборот превышал миллиард рублей. Самым популярным товаром стал iPhone XR. В топ-3 также вошли робот-пылесос iRobot и 50-дюймовый телевизор. Самыми популярными категориями стали одежда, товары для дома, электроника и детские товары. Всего же 11 ноября были реализованы товары на общую сумму 30,7 миллиарда долларов, что на 27% превысило показатель предыдущего года. На этом у меня пока все. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия-24.